Здравствуйте! В данном видеоматериале мы с вами рассмотрим некоторые возможности и функции роли врача. Давайте посмотрим, какие поля в электронной медкарте заполняет врач. Для этого выбираем действие «Редактировать». Давайте рассмотрим, какие поля имеет вкладка «Диагноз» в электронной медицинской карте. В данной вкладке, как и во многих, есть шаблонный метод заполнения. Для этого нажмите на эти стрелочки вниз. Также напротив каждого поля есть значение даты, а в некоторых даже времени. Заполнить можно, нажав на каждый значок даты или времени по отдельности. Если некоторые поля не имеют шаблонного метода заполнения, то в этом случае заполняется все самостоятельно. Самая немаловажная часть электронной медицинской карты – диагнозы МКБ, которые находятся во вкладке «Диагноз». Давайте рассмотрим пример заполнения диагноза МКБ. Чтобы заполнить поля диагноза МКБ, вы можете использовать два способа – через значок плюсика и выбрать вручную, или через поле поиска по коду МКБ. Давайте рассмотрим примеры заполнения основного заключительного диагноза. Нажимаем на плюсик. Далее появляется новое окно, где мы видим множество классов диагнозов болезней, расставленные в алфавитном порядке, где мы можем выбрать нужный нам класс или также ввести код. Для упрощения поиска по ТБ ниже имеются три галочки по ТБ. Нажав на одну из них, мы сможем выбрать нужный нам код. Выбираем класс А, далее нажимаем на цифру 16. Остается выбрать нужный нам код и название болезни. И далее нажимаем на кнопку «Выбрать». Таким образом, мы добавили основной заключительный диагноз. Давайте для примера заполним клинический диагноз с указанием даты и времени. Сперва вводим диагноз, все необходимые параметры. Далее вводим дату, время. И обязательно необходимо сохранить все наши изменения с помощью кнопки «Сохранить».